Высшее образование работает не только с помощью богатой научно-технической базы и материального оснащения, но и с помощью людей, в том числе и с помощью профессоров, которые являются элитой кадров высшего образования. И как бы они, грубо говоря, являются начальниками цехов по выпуску интеллигенции. Но наших профессоров много, нашему университету есть чем гордиться, и чтобы всех не перечислять, и это и невозможно в короткое эфирное время, я хочу порекомендовать всем интересующимся этой темой познакомиться вот с такой книгой «Профессора Якутского университета». Издана 20 лет назад, ну и достаточно объемная информация в этой книге содержится. Но я хотел бы сказать, что я не буду сегодня перечислять все их биографические данные, все научные их достижения. Это есть в интернет-источниках, это в той же книге, которую я только что показал. Я хочу рассказать пока, только рассказы наши будут о других профессорах, конечно, продолжим в будущем, надеюсь. Пока только о 3 профессорах, которые были, заложили основы нашего высшего образования и были первыми, или одними из первых профессоров, так будет точнее. Ну, естественно, Авсентий Егорович Мординов. Он был доктор философских наук и первый ректор университета. И, посмотрев его наследие, некоторые, скептически настроенные люди пишут, что у него, и говорят в форумах, и устно, что у него были всего лишь навсего партийное такое наследие. Нет, мы должны помнить, что он был славен тем, что он поддержал в свое время Георгия Прокофьевича Башарина, который работал над книгой «3 якутских просветителя», и в свое время Мординов подвергался даже, гонениям. Его не репрессировали, но он получал взыскания и даже выговоры по партийной линии. Рисковал по тем временам очень много за то, что его обвиняли, сейчас я процитирую, ложное обвинение в слабом подборе кадров. И в 1959 году он был уволен с должности ректора. Это расхожие эти слова. Он проработал ректором всего-навсего 3 года, но успел сделать много. В чем же конкретно выражается обвинение в слабом подборе кадров? Я приведу маленький штрих. Например, он пригласил на работу 2 доцентов, 2 кандидатов медицинских наук. Я пока не буду называть их фамилии, имен. Это нужно согласовать с их потомками. Эти 2 доцента считались очень хорошими специалистами. Один из них имел даже огромный опыт военно-полевой хирургии. Оба были участниками Великой Отечественной войны. Но считались они, к сожалению, политически неблагонадежными людьми. С какой же стати и почему это? Объясняю. Они не вели каких-то антисоветских разговоров, не были диссидентами. Вся вина заключалась в том, что один из них в 1941 году, сразу же в первый же месяц войны, попал в немецкий плен и пробыл в плену до самого 1945 года, пока его не освободили американцы. Но после этого он прошел все фильтрации, и ни в чем предосудительном его не обвиняли, но клеймо военнопленного у него осталось на всю жизнь, к сожалению. И он нашел все-таки силы закончить Одесский мединститут и защитить даже кандидатскую диссертацию по лечению разных тяжелых болезней, связанных с суставами. Но в дальнейшем он начал встречать трудности из-за того, что его не принимали на работу преподавательскую. Я не хочу никаким образом продолжать демонизирование старой советской системы, но я напомню, что даже после смерти Сталина, вплоть до конца 50-х годов, у нас были люди, которые занимали разные такие довольно высокие посты, которые проявляли сверхгипертрофированную бдительность и всюду искали врагов скрытых, врагов народа, иностранных агентов и тому подобное. А Мординов взял и пригласил этого человека к себе на работу в Якутский молодой университет. Медицинского факультета тогда еще не было. Но была маленькая группа врачей, будущих врачей, студентов, которых обучали так называемом естественном факультете, который возглавлял профессор, уже настоящий профессор, бывший к нам из Ленинграда, Иван Михайлович Крылов.
Второй кандидат протеже, можно сказать, в лучшем смысле слова Мординова, это был уже опытный врач, который был врачом, военным хирургом еще до войны. Вся вина его заключалась в том, что он во время войны в 1942 году, во время тяжелого Харьковского разгрома Красной Армии, попал в окружение со всем своим медсанбатом, но вышел из него. Правда, сумел вывести только несколько медсестер. Остальные врачи, фельдшера и сестры, они, к сожалению, погибли. Ну, конечно, это же понятно, что не его вина была, а вина генералов, которые неумело руководили войсками. Но, тем не менее, хотя он прошел и реабилитацию, и фильтровочную комиссию, фильтрационную, вопросы к нему возникали у компетентных, скажем так, органов. И, опять же, он никак не мог устроиться на преподавательскую работу, хотя мог поделиться своим огромным опытом. Человек же прошел всю войну, работал в таких условиях, о которых и трудно даже подумать современным хирургам. Работают чистенько, комфортно, операционно, где тепло, с потолка не капает, пули не свистят и осколки не падают. И, тем не менее, Мординов их принял. И этот штрих к работе деятельности Мордина, он перевешивает все официальные его титулы, перечисления его трудовых достижений. Это показывает, что он был, прежде всего, очень хорошим человеком с большой буквы. Он находил, умел, у него был талант подбирать очень подходящий кадр. Конечно, можно сказать, что им руководил голый расчет. Два хороших специалиста, которые нигде не могут найти работу, и тут их приглашают, их осчастливили, можно сказать, приглашением, пусть и в далекий провинциальный университет, и они, понятно, будут работать, не щадя своих сил, ни за страх, а за совесть в этом университете. Но в этом ничего плохого нету, он, опять же, оказал им помощь, чисто как человек, людям, попавшим в трудное положение. Он сам тоже, как говорится, был не на лучшем счету у тех сверхправильных, сверхбдительных личностей. И это только верхушка айсберга, который мы знаем об Авксентии Егоровиче Мордине. Возможно, он еще и приглашал других людей, которые были очень ценными, хорошими, но, к сожалению, не востребованными из-за каких-то своих деталей биографии, которые считались тогда плохими. Второй деятель наш – это профессор Крылов. Он уже в 1947 году получил звание профессора. Он родом из Ленинграда, учился там, закончил там, работал. И работал даже во время блокады. Фронтовик, можно так назвать. И вот под конец 40-х годов он был директором санатория по лечению и реабилитации больных туберкулезом. Но, тем не менее, согласился приехать в далекую Якутию, холодную, где, кстати, он и нашел свое семейное счастье. Женился он у нас. Жена его была первым кандидатом и доктором наук из якуток медицинских. И одна из таких деталей про деятельность Крылова Ивана Михайловича, среди его вещей находится очень неизвестный маленький инструмент, который заменяет, оказывается, правда, там нужны такие скрупулезные ручные вычисления, целую компьютерную программу по рассчитыванию расстояния от одного населенного пункта до другого, с точностью до 1 километра. Зачем это ему было нужно? Я еще раз напомню, что Иван Михайлович Крылов был фтизиатр и создал, по сути дела, целую сеть противотуберкулезных, диспансеров, которые до ныне работают по Якутии или хотя бы участковых врачей-фтизиатров. И третий наш герой, вернее, героиня, про нее можно чуть-чуть подольше, это Римма Семеновна Тазлова. Она уроженка Омской области, вернее, закончила там мединститут и работала врачом-психиатром. Вместе с Иваном Михайловичем Крыловым она является одной из основательниц и основателей медицинского образования, высшего медицинского образования в Якутии. И создательницей кафедры психиатрии, которая до ее приезда у нас не было. Она появилась совершенно недавно, сравнительно буквально вчера, в 1985 году. А в 1961 году Римма Семеновна была в заслуженном отпуске в городе, в Москве, столице нашей Родины, и зашла в первый медицинский институт
имени Сеченова. И выпросила там большое количество книг, учебников по физиологии, по анатомии, общим весом до 100 килограмм. И все это она отправила посылками в адрес библиотеки университета. У нас не хватало учебных пособий. Все, кстати, мы удаленные университеты тогда были. И купила она это все на свои собственные деньги. Она привезла в Якутию 4 мышек. Не ради забавы, конечно, это живое существо, лабораторная мышь, которая используется в диагностике различных болезней, при испытании различных лекарств, при санитарно-гигиенических пробах. И сейчас лабораторные мышки, они еще получили второе дыхание, они используются еще и в генетических исследованиях. И привезти, как, ну, вроде бы, тоже мне подвиг какой-то я привезла 4 мышек. Но я напомню, что в те времена правила перевозки живого груза животных были очень жесткие, их фактически запрещалось. И она преодолела это с боем, пришлось немало спорить, отстаивать свою точку зрения, чтобы ее просто пустили в университет. Рейс был из Ленинграда до Якутска, он и сейчас идет около 6 часов, а раньше он длился почти 10 часов. То есть все это время нужно было не просто отдыхать, сидя в кресле, а смотреть за состоянием зверюшек, живы ли они, кормятся ли они, подкармливать, подпаивать и тому подобное. Сейчас новое поколение этих мышек, которые привезла Римма Семеновна, они живы, расплодились и служат на благо науки, и не только университетской, но и Академии наук, и в больницах, везде они востребованы, везде проводятся анализы, какие-то исследования биохимические, бактериологические, вирусологические. Вот. И вот в завершение своего рассказа я хотел бы сказать, что, опять же, все у нас, нам просто сказочно повезло, что у нас были такие люди, ну, конечно, их можно назвать казенным словом подвижники, но это были все-таки люди с большой буквы, которые старались не за страх, а за совесть. Это считали, что совершение вот этих действий, деяний — это их призвание, это их обязанность.